Количество дневных стационаров в Бишкеке увеличилось. Они развернуты в каждом районе столицы. По городу уже действуют 9 таких центров дневного стационара. Напомним, что в дневные стационары можно обратиться при возникновении симптомов ОРВИ или внебольничной пневмонии с 8 утра до 8 вечера. Там есть врачи, которые назначат лечение. Здесь же есть аптеки, где вы можете купить лекарства, и медсестры, которые сделают вам капельницы или уколы. Итак, стационары расположены по следующим адресам. В Ленинском районе ФОК «Газпром» по улице Токумбаева 120 койко-мест. Средняя школа номер 68 30 койко-мест. Кафе «Орал» 50 мест. В Свердловском районе ФОК имени Раатбека Санатбаева Востоке 5 150 койко-мест. Школа 94 50 мест. В Октябрьском районе Бишкек-Пекарня в 12-м микрорайоне возле церкви 200 койко-мест. Школа Сейтек 50 койко-мест. В Первомайском районе средняя школа номер 83 рядом с рынком Кудайберген 50 койко-мест. Ну и во дворце спорта имени Ходжамкула 150 койко-мест. 57-летняя Бактыгуль Чиныбекова уже 4-й день получает капельницу в одном из дневных стационаров. По ее словам, несколько дней подряд у нее была высокая температура, слабость и потеря обоняния. Потому она решила обратиться в столичный стационар. Теперь же ей стало лучше, а сегодня это ее заключительная капельница. Мне уже лучше, и медработники тут отзывчивые. Несмотря на усталость, они нас принимают и консультируют. Спасибо им огромное. В 9 дневных стационарах болеющих принимают 57 врачей, 83 медсестры, 17 санитаров, также ординаторы и волонтеры. По словам медиков, в первые дни, когда только открылись стационары, людей было много. Соответственно, и очередь была большая. Сейчас же обстановка чуть спокойнее. Горожане приходят и записываются в очередь. В день принимаем примерно 300-400 пациентов. Бывает 400 обращений. У разных клиник разные, симптомы разные, жалобы разные. От элементарной ОРВИ до обострения хронических заболеваний с пневмонией подходят. При поддержке частных предпринимателей в стационарах установлено 38 кислородных концентраторов. При необходимости, когда у человека дыхание уже не такое хорошее, сатурация ниже 80, то уже там на месте в дневных стационарах человек может получить кислородную поддержку, поправить и продолжать лечение. Как отмечают медики, в дневные стационары привозят и тяжело больных пациентов, но стоит отметить, что стационары предназначены для больных легкой и средней форм заболеваний. Джазгуль Бахытбек, Зарген Советов, Улугбек Абдиев, Фалато 24.